Здравствуйте, ребята! Мы стоим на нулевом километре столицы нашей республики, города Якутска. Отсюда мы начнем наше увлекательное путешествие в прошлое Якутска. Узнаем, какие у нас дома есть в нашем городе, которым свыше 100 лет. Узнаем их истории. Итак, начнем. Перед этим расскажем немножко из истории основания города. Якутск был основан как крепость Острог в 1632 году сотником Петром Бекетовым, далеко от места, на котором сейчас расположен, на правом берегу реки Ленны. Острог – деревянная крепость, окруженная чистоколом или стенами с башнями. Сотник – чин в армии, офицер, под командой которого находилось 100 человек. Острожек был построен на затопляемом месте талыми водами, поэтому пришедший на смену Бекетову казачий атаман Иван Галкин перенес Острог в другое место, предположительно там, где сейчас расположен старый Нижний Бестях. Острог располагался в том месте около 6 лет и был в 1642 году перенесен воеводой Петром Головиным на новое место близ озера Сайсары, то есть на то место, где есть сейчас город. Казачий атаман – руководитель казаков. Атамана выбирали на собрании казаков, называемом казачий круг. Казаки – представители разных народов, сплотившихся в нашей стране в этносоциальную общность. Казаки представляли военное сословие. В перерыве между войнами занимались сельским хозяйством. Язык казаков – русский или малоросский украинский. Нижний Бестях – населенный пункт на территории Мегино-Кангаласского улуса. Воевода – воинское звание в армии. Воеводы также выполняли работу глав регионов. Озеро Сайсары располагается на территории города Якутска. Острог постепенно разрастался и превращался в город, и в конце 19-го, начала 20 веков приобрел те улицы и строения, которые сейчас в данное время есть. На карте 1890 года мы видим строение. На месте с надписью «Остатки стен и башен» стояла башня, построенная в конце 17 века воеводой Преклонским. Почему-то ее называли башня Тыгына. Хотя башня никакого отношения к главе якутских племен в 17 веке Тыгыну не имеет. К 1922 году, год гражданской войны, таких башен бывшего Острога было несколько. Была в сохранности также часть стены. Но Якутск был тогда в осаде, и остатки крепости горожане были вынуждены использовать на дрова. Осталась только одна надвратная башня. Часть острожного укрепления, построенная в 17 веке воеводой Преклонским, стояла в царское время на территории Соборной площади, ныне называемой Площадь Дружбы Народов. Губернатор Крафт в то время предоставил проект реставрации данной башни, чтобы сохранить это историческое наследие, которое была одобрена Государственной Думой и Государственным Советом 28 мая 1911 года. В результате башня была отреставрирована и служила украшением сквера, который размещался на той же Соборной площади. Кроме башни, сквер украшал фонтан и разная растительность. Данный сквер впоследствии был назван именем губернатора Крафта. В 1967 году площадь начали реконструировать, и башню было решено перенести на территорию Краеведческого музея имени Емельяна Ярославского, где она стояла до 2002 года. Накануне празднования 370-летия Якутска историческая башня сгорела, и было решено ее воссоздать. Этим занимались народные мастера под руководством народного мастера Эрнста Алексеева, предпринимателей Василия Атласова и Андрея Высоких. Башня была реконструирована по мирным чертежам академика Александра Половникова и архитектора Николая Крадина. Помечена также Никольская церковь со своим кладбищем.
Дело в том, что в старину людей хоронили прямо у церкви, прямо во дворе церкви. Церковь эта была построена на средства купца Ивана Шилова, но в советское время она была закрыта как церковь. В ней размещались разные учреждения, в том числе архив. В начале 90-х церковь была возвращена верующим. Она снова стала церковью. Ее отреставрировали, удрузили кресты, и она функционирует по сей день. Гостиный двор располагался на месте площади Ленина. Здание было построено в 1836 году. В народе это здание называли Большой базар, так как здесь находились торговые лавки или по-современному магазины. Также в этом здании располагались административные учреждения, телефонная станция и даже музей с библиотекой. После установления советской власти в данном здании разместились исполком городского совета, то есть говоря по-современному мэрия, и магазин Якутторга. Затем типография и музей изобразительного искусства. В 1957 году здание было снесено и было решено создать площадь, которому дали имя вождя пролетарской революции Владимира Ильича Ленина. Ленин – один из руководителей Октябрьской революции 1917 года, в результате которой в стране пришли к власти большевики. Большевики – группа людей, боровшаяся за социально справедливое государство без богатых и бедных. Под знаком кладбища, следующее после гостиного двора, подразумевается двор Иоанна Предтеченского храма. Сам храм не указан, хотя был построен в 1820 году. На территории храма хоронили священнослужителей. Сейчас на данном месте расположено здание гостиницы «Полярная звезда». Далее мы видим пометку с указанием «Спасский монастырь», построенный в XVII веке. Территория монастыря охватывала большую территорию, на которой 1915 года начали строить здание архиерейских покоев, жилой дом для высшего сана православной церкви. Здание было достроено в 1924 году при Советском Союзе спустя 9 лет. Сейчас здесь находится Якутский музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского, который переехал сюда из здания библиотеки, которое находится на проспекте Ленина. В начале 70-х годов внутри здания было устроено устройство для замораживания грунта. Архитектором здания является зодчий Клементий Лишевич. Так как все здания монастыря в советское время, кроме здания архиерейских покоев, были разрушены, то в 2012 году здание церкви монастыря было восстановлено. Далее мы видим почтамт на берегу протоки. Кстати, данная протока ныне является Талым озером. И также у протоки прямо от гостиного двора мы видим здание базара Кружала, о котором далее расскажем. Мы находимся у здания базара Кружала, которое было восстановлено
после того, как была снесена решением властей, несмотря на то, что это был памятник архитектуры. Название базара происходит от слова «кружить», «ходить по кругу». Здесь в здании прослеживаются черты архитектуры классицизма, вместе с ней черты позднего барокко. Архитектура классицизма – античный, то есть древнегреческий стиль строительства. Барокко – возникший в Италии стиль строительства. В годы гражданской войны в стенах чердачного этажа кружала были пробиты бойницы для оружейной стрельбы. В 30-х годов XX века в здании кружала размещались квартиры. Я больше не расстанусь с тобой.